Здравствуйте, мои дорогие ученики 3 класса. У нас урок русского языка. Тема урока «День Победы. Особый праздник». Ты научишься понимать содержание текста, отвечать на вопросы, соблюдать правила произношения, использовать сложные предложения союзами «оно», понимать и различать глаголы разных видов. 9 мая – это особый праздник. Вечная слава и память павшим героям. Послушайте, ребята, стихотворение Исаковского «Куда б ни шел, не ехал ты». Куда б ни шел, не ехал ты, но здесь остановись. Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись. Кто б ни был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег. Какие проникновенные слова, ребята. Кому обращается Исаковский? Правильно, ко всем нам. Чтобы мы никогда не забывали наших героев войны. Кто лежит в могиле? Правильно, солдат, защитник нашей Родины. Почему автор называет его самым лучшим другом? Что он сделал для нас? Правильно, он себя не пожалел, он Родину сберег, он сделал все, что мог. Слушайте, ребята, 4 года шла Великая Отечественная война. Солдаты дружно и смело защищали свою родину. Закончилась эта война 9 мая 1945 года. Миллионы людей погибли на этой войне. Лишь немногие вернулись домой. Люди будут помнить о тех, кто подарил нам свободу и мир. 9 мая. Какой мы праздник отмечаем, ребята, еще раз? Правильно, День Победы. Никто не забыт, ничто не забыто. Ребята, виды глаголов. Какие мы знаем виды глаголов? Правильно, совершенного вида и несовершенного вида. Как ты понимаешь смысл этого предложения? Дружба из сил прибавляет, дружба и в бою выручает. На какой вопрос отвечают выделенные слова? Что делает? Прибавляет. Что сделает? Выручает. Правильно. В первом случае это законченное действие, а второе – продолжающее действие. А что означает «в»? Это предлог со словами читается вместе, а пишется раздельно. Правильно. Теперь выполните следующее задание. Запишите глаголы, обозначающие законченные действия. Образец. Читаю книгу. Что я делаю? Читаю книгу. Теперь законченное действие. Прочитал книгу. Правильно. Пишут на доске. Написали на доске. Выполняю задание. Что он сделал? Выполнил задание. Законченное действие. Звонит по телефону. Позвонил по телефону. Что сделал? Позвонил. Рисует в альбоме. Законченное действие. Нарисовал в альбоме. Что сделал? Нарисовал. Рассказывает о ветеранах войны. Рассказал о ветеранах войны. Рассказал. Что сделал? Глагол совершенного вида. Правильно. Молодцы. Вспомнили, да, ребята? Ребята, посмотрите на эту фотографию. Послушайте, перед тобой фотография памятника Маншук Мамедовой и Алии Молдагуловой.
Памятник стоит в сквере в городе Алматы. Эта скульптура посвящена героям, участницам Великой Отечественной войны. Маншук Мамедова была пулеметчицей, а Лия Молдоголова была снайпером. Они воевали на разных фронтах, но сражались за одно дело – за победу, за мир. Благодаря таким героиням и героям войны мы сейчас живем в таком прекрасном, чистом, мирном небе, да? Земле. Благодаря таким участницам Великой Отечественной войны. Запишите в тетради, ребята, следующие слова. Великая Отечественная война. Ветеран, памятник. Хорошо, молодцы, ребята. И вам нужно внимательно прочитать слова песни «Прадедушка», слова Заготовой, музыка Ермолова. И выполнить на слово «памятник» Зинквейн задание, ребята. Спасибо за внимание. Удачи всем!